80 лет назад война поделила жизнь всех советских жителей на до и после, разрушила планы каждого. К великому, светлому и одновременно грустному празднику Победы у жителей Малгобека особенно трепетное отношение. 77 лет назад в боях за город Нефтяников погибло более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Об этой неподдельной истории и отваге своих предков знают собравшиеся на мемориальном комплексе «Слава». Спасибо, дорогие ветераны, за молодость беспечную мою. Я никогда, поверьте, не устану за ваши подвиги вас всех благодарить. Малгобекская оборонительная операция стала одной из крупнейших битв на Кавказе. Кровопролитные сражения продолжались 28 лет. Но защитники Малгобека не сдавались. Проявив небывалое мужество и стойкость, им удалось отразить наступление фашистов. Отдать дань памяти и уважения приехал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Уважаемые труженики тыла, уважаемые жители Республики Ингушетия. Сегодня, в преддверии 9 мая, нашего самого светлого, доброго праздника, который ценой многих жизней нам, наши деды, отцы, прадеды принесли победу. В преддверии этой победы мы сегодня собрались здесь, в честь этой победы. Очень важно, что сегодня также, отстаивая те интересы наши, которые жизнятся на добрососедстве, на добре, на отсутствии каких-либо превышающих какую-то национальность, религию и другие, не присущие нам, сегодня отстаивают наши сыны республики, в целом России, на Украине. Сегодня опять черная чума поднимает голову. Она уже не стучится, она уже зашла на порог. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы показали единение, сплоченность, уверенность в завтрашнем дне вместе с нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Наверное, самый тяжелый период переживает очередной раз наш народ. Сегодня наш президент вместе с нами. Поэтому в этот торжественный день, в преддверии 9 мая, хочется сказать огромное спасибо тем, кто положил свои жизни ради нашего будущего и будущего наших детей. Очень важно отметить, что в целом говоря об армии, о фронте, чтобы индивидуально каждый человек, который внес свой вклад, мало того, погиб, мы должны это помнить. Мы никогда не должны забывать то, что сделали для нас, для нашего будущего. Сегодня вот ради детей, которые здесь стоят, последующих поколений, мы должны на своем месте вносить свой вклад. А вклад в чем заключается? Вклад заключается в хорошей работе учителя, труженика, сельского хозяйства, завода, фабрики, любых чиновников. Если он сегодня хорошо работает, он уже тоже вносит вклад в дальнейшее укрепление и развитие нашей страны в целом. Естественно, мы, как субъект, это как мозаика, знаете, у нас 85 субъектов, каждый субъект – это одна Россия. Одна Россия. И мы должны понимать, любое доброе дело, которое мы делаем, это отражается не только в Малгобеке, славный город наш, воинской славой. Этот город, но и в целом республика. Мы должны свой вклад вносить. День Победы – один из немногих истинных праздников, не подвластных влиянию быстро меняющегося времени. Его отмечают многие страны и народы мира, несмотря на разные политические взгляды и направления. Долгое время об участии ингушского народа в этой кровопролитной войне и жертвах, внесенных нашим народом на алтарь победы,
несправедливо умалчивалось. И когда этот занавес был убран, герои Великой Отечественной войны заняли подобающее им место на пьедестале славы. За мир во всем мире. Девиз сегодняшнего дня. Первая мировая, русско-турецкая, Вторая мировая, Афганистан. Ингуши участвовали во всех войнах, которые вела Россия и ее преемник Советский Союз. Глава Ингушетии лично наградил участников боевых действий почетными грамотой и юбилейными медалями, посвященными 250-летию вхождения Ингушетии в состав России. Яхье Картуеву было 20, когда его призвали в конце декабря 1979-го. На тот момент он служил в Чехословакии. После его вместе со служивцами перенаправили в Афганистан, где прослужили они почти 2 года. Пережитые им боевые действия лишь добавили мужества и сформировали характер. Цели и задачи наши в Афганистане были такие. Мы туда шли не как захватчики, а по просьбе руководства Афганистана, по просьбе оказать интернациональную помощь. Наши войска были введены. Задачи наши были охранять объекты жизнеобеспечения, жизнедеятельности, одним словом, завоевания апрельской революции 1978 года. Ветераны боевых действий, труженики тыла, родные и близкие участников войны, взрослые и дети сегодня отдают дань памяти защитникам Малгобека и возлагают цветы возле главной достопримечательности города. В завершении торжественного мероприятия собравшиеся по традиции почтили память погибших минутой молчания. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.